За экологической ситуацией в Арктике нужен контроль. С такой инициативой вышла «Зеленая альтернатива». Сегодня на пресс-конференции председатель Союза регби и представитель движения Виктор Бетехтин рассказал, что необходимо усилить государственный и общественный контроль за предприятиями-загрязнителями, которые работают в арктической зоне нашей республики, вовремя выявлять нарушителей экологических норм. Активист напомнил про трагедию в Норильске, где была утечка 21 тонны дизельного топлива в окрестные реки. Этот случай демонстрирует, что общественность обращает внимание на проблему только после возникновения масштабной катастрофы. «Зеленая альтернатива» планирует ввести оперативный мониторинг и информировать общество обо всех выявленных на предприятиях нарушениях. Как вы все знаете, у нас арктическая зона – это не только снег и не только какие-то определенные вещи, то есть в первую очередь добыча природных ресурсов. И мы бы хотели акцентировать внимание на жесткий контроль, который будет осуществляться за этими компаниями. Причем мы будем добиваться для того, чтобы это шло и со стороны общественности, и, безусловно, это госконтроль, потому что все-таки, к большому сожалению, у нас трагедии, которые, опять же, повторяюсь, у нас были в Норильске, не хочет, чтобы у нас повторялись в Республике Коми. Начать активисты собираются с компании РЖД и ряда предприятий по добыче углеводородов. Именно их объекты представляют высокий класс опасности. «Зеленая альтернатива» будет сама посещать муниципалитеты. Планируется действовать совместно с Росприроднадзором, Минприроды и прокуратурой. Напомним, к арктическим территориям, кроме Воркуты, относятся городские округа Инта и Усинск и Усть-Цилимский район.